Мероприятия, приуроченные ко дню рождения великого поэта, начались с церемонии возложения цветов к его памятнику в Сухуми. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители Россотрудничества в Абхазии, Абиги, учащиеся средней школы номер 2 имени Пушкина, поэты, писатели, почтили память Александра Пушкина. Также впервые в Абхазском театре прошла литературная гостиная «Абхазия» к Пушкину через века и пространство, посвященная Дню русского языка и 227-летию со дня рождения поэта. В программе выступления поэтов, студентов и учащихся, чтение стихотворений, малоизвестные факты о великом поэте в формате диалога, музыкальные номера в сопровождении камерного оркестра Абхазии. Александр Шеремет, советник посольства России в Абхазии, отметил, что общепризнано, что Пушкин внес выдающийся вклад в развитие русского языка. Он объединил высокую поэзию со слогом народным, разрушил сословные барьеры в литературе и создал тот современный русский язык, на котором мы с вами думаем и пишем. Особое значение русский язык имеет и здесь, в Абхазии. Обладая официальным статусом, он гармонично сосуществует в едином пространстве с государственным абхазским языком. Русский язык открывает для граждан республики двери в глобальный мир информации, образования и передовых технологий. Он стал надежной основой для укрепления абхазо-российских отношений, пространством для взаимообогащения двух уникальных культур. Благодаря ему сохраняется живой диалог между нашими народами, крепнут личные, профессиональные и творческие связи. Александр Пушкин – гений русского слова, придавший неподвластную времени красоту и глубину русской литературе, завещал любить и хранить великий русский язык. Традиционно в нашей стране преподаватели общеобразовательных школ бережно, с большой любовью и теплотой преподают русский язык. Как это было отмечено выше, я с большой гордостью отмечаю, что в эти дни и прямо сейчас представители педагогического сообщества Республики Абхазия принимают участие в форуме учителей русского языка, который проходит в Псковской области. В рамках форума проходят традиционные ежегодные пушкинские чтения. Впервые в этом году школьники из Абхазии принимают участие в пушкинских чтениях, достойно представляя нашу страну. Вадим Банников, ИО руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия, подчеркнул важность дня рождения великого поэта 6 июня для российской и мировой культуры. Через литературу, музыку, народное творчество русский язык открывает безграничный мир эмоций. Этот день напоминает нам о великой роли русского языка в истории, культуре и современном мире. Давайте же в этот день еще раз вспомним о величии и красоте русского языка и абхазского родного языка, на котором звучат переводы творений великого Пушкина. Творчество Пушкина сопровождает нас на протяжении жизни, учит, развивает кругозор. Пушкин – это свет, это гармония. Пушкин – это великий примиритель с жизнью, великий утешитель. Для всех, кто его когда-то прочитал, он останется с ними на всю жизнь. Мне, как человеку, пишущему и по-русски, Пушкин для меня все, как для меня все. Термит Гулия, Баграт Шенкова, Алексей Гогуа. Организаторы – представительство Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Абхазского государственного театра имени Самсона Чанба. Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В этот день в России и в других странах мира отмечается День русского языка. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.